привет! Мы находимся на международной выставке «Россия», где представлены все регионы страны. И самое главное место у входа занимает экспозиция нашей республики, Республики Саха-Якутия. Интерес к Якутии, как к удивительному северному краю, огромный. Через якутский павильон, посвященный теме Лонхо, в день проходит по несколько тысяч посетителей. Сейчас увидели костюм невесты, были просто впечатлены очень. Вы знаете, у меня дедушка был первооткрывателем Мирного, поэтому Якутия это как-то близко мне. Увидев эти алмазы, увидев ваши красивые национальные одежды, это просто шикарно. Макеты священного дерева Аалукмас и богатыря Нюргунбодура как истинные символы Лонхо представлены на входе в экспозицию. Национальная одежда, алмазы, якутский нож, украшения, композиции из бивня мамонта стали главными экспонатами стенды. Каждый желающий посетитель может подойти, взять ленточку, загадать желание и привязать его к священному дереву Аалукмас. И таким образом надеяться на исполнение своего желания. Возле стенды каждый посетитель может заказать себе поделку из бивня мамонта от якутских мастеров-косторезов. У нас когда-то дома был бивень мамонта, но, к сожалению, он сейчас не сохранился. И вот мне просто хочется, чтобы эта история продлилась. Мы решили сделать себе на память вот такой оберег. Внутри павильона можно увидеть алтан-серге, выдержки из Лонхо, снегурочку, рассказывающую о якутской зиме. Есть интерактивные стенды о достопримечательностях и достижениях региона. Выставлено также якутское изобретение – кинопроектор «Экстра Синема». Люди интересуются в основном мифологией, культурой как раз-таки. Интересно им узнать, что такое Лонхо, что такое якутская сказка. Мы рассказываем о том, что вся наша выставка по вселенной Лонхо символизирует весь национальный, собственно, колорит. Этим эпосом представлен здесь. День Якутии на выставке «Россия» прошел 12 ноября. Республику представили во всей красе. Для гостей подготовили насыщенную деловую, культурную и спортивную программу. В этот день площадки мероприятий региона посетили около 45 тысяч человек. Мы один из самых быстро развивающихся регионов нашей страны, это уже всем очевидно. И я очень рад, что восприятие Якутии как очень холодной территории, где добываются алмазы, несмотря на то, что и холод у нас есть, и алмазы у нас треть мировых добывается, все-таки меняется восприятие наших сограждан уже на восприятие Якутии как одной из тех территорий, где развивается активная креативная индустрия, где замечательное кино, где замечательная культура, где прекрасные праздники и где, самое главное, живут настоящие патриоты нашей великой России. В первую очередь представили международные игры «Дети Азии», которые поистине стали визитной карточкой региона в спортивной повестке страны и мира. Олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Маргарита Мамун стали послами летних игр в 2024 году в Якутске. Для меня большая честь быть послом. Я, конечно же, желаю продуктивной и успешной подготовки. А Минспорт страны заявил желание еще расширить масштаб игр. Мероприятие «Дети Азии», оно, безусловно, показало свою состоятельность раз. Во-первых, проект действительно получился интересным, востребованным. И наша общая задача вместе с Международным комитетом его развивать и дальше, чтобы он проходил не только в Российской Федерации, но и в других странах. Народное исполнение песни «Русский танк Алеша» на главной сцене ВДНХ, посвященной подвигу якутян СВО и Осохой, стали отличным дополнением Дня региона и моментом сплочения гостей. Самым ключевым и ярким моментом Дня региона на ВДНХ, конечно же, стали национальный обряд бракосочетания и настоящая свадьба якутской пары Жанны и Владислава. Мы прежде всего работаем в сфере культуры. Я актриса, а Владислав режиссер. И мы свято чтим наши традиции, бережем и в силу своих возможностей пытаемся популяризировать для молодого поколения. Увидеть необъятную Россию, не покидая павильон. На выставке представлены все регионы страны от Камчатки до Калининграда. Каждый показывает самое лучшее, самое яркое и самое значимое. Много интерактива, мультимедиа, интересные конструкции, высокотехнологичные макеты не оставляют равнодушным никого. Очень масштабно, красиво, сочно, инновационно, красочно.
Каждый субъект постарался на славу, это видно. Россия, она для всех. Здесь умещается любая культура, любой этнос. И все вместе это создает большую силу. Представитель народа ханты, артист Валентин Вальгамов на экспозиции полуострова Ямал знакомит посетителей с играми и головоломками своего народа. Среди них есть погремушка из оленьих рожек, пропеллер, вызывающий ветер и другие разные поделки. Тут надо ее подкинуть так, чтобы поймать все 5 колечек. Так, сейчас попробуем. О, боже. Тут можно посмотреть вот на сфере небольшую историю нашего региона. У нас еще на стенде представлена фотозона. Живым уголком выделяется павильон «Жемчужины Сибири» Республики Алтай. 3D-рисунок снежного барса, трубы в виде калейдоскопа с музыкой, камни, настоящий мох и растения. Все это можно слушать, фотографировать и трогать. Позволено. В центре у нас как раз есть «Жемчужина». Вот, это проектор, который показывает флору, фауну, различные пейзажи Алтая. Самым, на наш взгляд, интерактивным является стенд Красноярского края. В центре экспозиции скульптура, олицетворяющая реку Енисей. Ее сгенерировал искусственный интеллект. Макет самого Красноярска создавали в течение нескольких месяцев. Он включает 1000 элементов и отражает все ключевые объекты столицы края. Здесь экскурсию можно начать с этой стенды. Здесь можно с помощью кнопки узнать достопримечательности Красноярского края и вообще 30 причин посетить данный край. Зона экономики, макет гидроэлектростанции, демонстрация полезных ископаемых края интересна и взрослым, и детям. Здесь мы постарались даже для самых маленьких наших посетителей объяснить принцип работы ГЭС. Что можно здесь сделать? Можно запустить рычаг. Давайте запустим вот так, Первый, да, все верно. Опускаем его вниз. Тем самым мы запускаем воду. Вода, которая проходит через плотину, начинает раскручивать турбину, тем самым вырабатывая энергию. Ничего себе, как все так хорошо видно, да? Наглядно, даже для взрослого человека. Далее, интересно. когда эта энергия выработана в достаточном количестве, мы отпускаем второй рычаг. Включился красный свет, да? Да, зажигается красная лампочка. Опуская второй рычаг, мы запускаем преобразование энергии воды в электрическую энергию и включаем свет в городе Красноярске. Собственно, очень просто, но очень понятно объясняем принцип работы, как все-таки вода приносит свет в каждый дом. 4 новых региона нашей страны – Донецкая и Луганская народные республики, Херсон и Запорожье – тоже представлены на данной выставке. Все 4 региона расположились рядом друг с другом и, конечно же, вызывают большой интерес у посетителей. В целом, как вам? Все прекрасно, все хорошо, все интересно. Интересно настолько, что я даже вот сама не ожидаю. Я вот хожу и даже не знаю, что выбрать. Мне так понравилось. Вот с детьми пришли, с папой пришел, с всей семьей. Отличная, красивая. Еще не все посмотрели. И очень радует, что вот эти областя теперь с нами. Донецкая и Луганская народные республики, Херсон и Запорожье – новые регионы страны в первый раз участвуют на масштабных мероприятиях России. Стендисты уже привыкли к большому потоку людей, с радостью рассказывают о достижениях субъекта. Третий период – это украинские времена, это тяжелые времена для всех жителей Донбасса, времена, когда переписывалась, переделывалась история, когда заставляли забывать наши исторические корни. Но это тяжелое время закончилось референдумом, на который каждый житель Донбасса пришел и отдал свой голос за возвращение домой, за возвращение в состав Российской Федерации. Обратите внимание, что история референдума показана именно на повороте нашего тоннеля, так как это самый поворотный момент в жизни каждого жителя. Здесь у нас можно ознакомиться с видами угля, какой есть уголь, почитать более подробнее и в конце забрать уголек сувенирный на память из Донбасса. Можете нажать. Ага. И оттуда мне прям спускается уголь, получается. Да.
Да. Отлично, спасибо. Возьмите, да, на память из Донбасса. Марафон презентации регионов продолжится до января. Деловые площадки, ярмарка продукции, конкурсы, лекции, мастер-классы. Всего и не счесть. Масштаб международной выставки на ВДНХ и вправду впечатляет. Большая международная выставка «Россия» вместила в себе все 89 регионов нашей страны. И, несомненно, радует, что здесь большое место занял Дальний Восток. Он представлен очень широко и ярко. Ну а выставка будет работать до апреля следующего года. И мы надеемся, что все жители нашей необъятной страны увидят все это и будут горды достижениями своих соотечественников. Елизавета Васильева, Виталий Матвеев, Москва.